Более 300 лет они правили государством, которое позже историки назовут Крымское ханство. Монархи из династии Гераев. Кто были эти люди? Как пришли к власти? И какой след оставили после себя? Незаурядные политики, блестящие дипломаты, великие полководцы, талантливые поэты сверкали всеми гранями на крымско-татарском троне. Каждый из них внес свой вклад в самобытную культуру и заложил нетипичные европейским и восточным государствам традиции. История династии Гераев, которая сегодня почти позабыта в мировой истории, это не просто история каждого хана. Это история государства, показанная через призму жизнедеятельности его правителей. Мухаммед Герай начал правление, строго придерживаясь политического курса своего отца. Нельзя сказать, что страна ему досталась неожиданно, и он должен был входить в курс дела. Нет, он был зрелым политиком, умным и рассудительным, принимал активное участие в жизни страны. Словом, его готовили в преемнике не один год. И единственным минусом была его вспыльчивость, которая не красила нового монарха, а напротив отталкивала многих из родовой знати. Ведь они требовали по отношению к себе уважения, а не гневных тирад ханов. Мухаммед Герай II родился в 1532 году в Каркьере. На тот момент его отец уже как год был калгой при хане Саадете Герае, но тот принимает неожиданное решение оставить трон, а родовая знать выбирает себе нового правителя в лице Сахиба Герая. Последний не пожелал оставлять при себе в качестве калги принца Девлета, а спустя несколько месяцев и подавно заключил в тюрьму на несколько лет. Маленький Мухаммед Герай с братьями и матерью первые годы жизни провел в имении Беш-Терек, принадлежавшей его бабке Нурум-Султан, а после освобождения отца отправился в родовое имение в местности Июп-Ансари около Стамбула, где провел детство и юность. Здесь он и его братья получили блестящее образование. Однако они всегда помнили, что находятся в изгнании, а после того, как Девлет Герай фактически захватил власть, возвращаются в Крым. Мухаммед Герай был третьим сыном Девлета Герая. На титул калги он не мог претендовать, следовательно, на него не смотрели как на потенциального правителя. Но в 1555 году его судьба кардинально меняется. Узнав о затруднительном положении, в котором во время похода оказались отец и братья, Мухаммед Герай, несмотря на запрет хана покидать Крым, выступает на помощь отцу и братьям. Он изменил ход сражения. Победа досталась крымцам. Но в этой битве погибают старшие братья Ахмед и Хаджи.
Спустя несколько дней после похорон сыновей Девлет Герай по праву отдает титул Калги, наследника трона, своему сыну Мухаммеду Гераю. Уже тогда, в свои 23 года, Мухаммед Герай отличался богатырским здоровьем, был высокого роста и расположен к полноте. Так говорят некоторые источники. Но, как видно из единственной сохранившейся миниатюры, изображавшей переправу крымского войска во главе с Калгой Мухаммедом через Дунай в 1565 году, будущий хан еще не страдал полнотой и неповоротливостью. Тогда ему было всего 33 года, и он считался зрелым мужчиной. Мухаммед был ярким представителем своей неспокойной династии. Его вспыльчивый характер, который порой шокировал знать, стал его визитной карточкой. Однако он никогда не таил злость и старался быть справедливым. Нового хана побаивались и одновременно уважали. Его благосклонность была мечтой каждого придворного. Ведь он был еще и щедрым, особенно с теми людьми, которым доверял. Не просто складывались у хана отношения с членами своей семьи, и дело было вовсе не в его тяжелом характере. Как ни старался в свое время сплотить своих сыновей Девлет, все братья Мухаммеда Герая отличались своенравием и честолюбием. Даже хан порой не всегда был для них авторитетом. Более того, каждый из них видел себя монархом, поэтому ради собственного спокойствия Мухаммеду приходилось делать над собой усилия, чтобы сдерживать гнев и окончательно не оттолкнуть от себя родственников. Единственным человеком, кто мог повлиять на настроение хана, была его мать Аише Фатьма Султан. Она, как никто другой, знала все слабые места сына и умела этим воспользоваться. Ее главная цель была обезопасить трон от посягательств со стороны других братьев. Поведение на первом большом диване принца Алпа-Герая, безусловно, ее возмутили, но видела она главного соперника не в нем, а в принце Адиле Герае, и если бы не личные амбиции этой дамы, возможно, она смогла бы разглядеть, где на самом деле таилась опасность. Претендовал ли на самом деле Адиль Герай на ханский трон? Возможно, ведь он был официальным наследником. Но нет ни одного факта, чтобы он интриговал против брата. Это был достаточно открытый человек, смелый, справедливый. В многочисленных походах отца снискал себе славу отважного воина, но главное, он был большим романтиком. Нелюбовь к этому принцу Валиде вполне объяснима. Он был сыном ее соперницы, второй жены Девлета Герая хан Сугры-ханым. Уже год Валиде строила планы, как лишить Адиля Герая титула Калги и удалить из Крыма, пока не пришло приглашение султана Мурада вступить с крымцами в совместный поход. По мнению Аише Фатьмы Султан, это был идеальный вариант отправить Калгу в Персию.
Однако сам хан не разделял ни ее взглядов, ни ее планов. Здесь стоит сказать, что Валиде имела доступ в личные покои своего сына хана и часто присутствовала на аудиенциях правителя с его придворными. Мухаммед Герай имел привычку советоваться с матерью по некоторым вопросам, поэтому нет ничего удивительного в том, что Валиде нашла возможность убедить сына поддержать султана Мурада в персидской кампании. У нее уже давно созрел свой план. На Государственный совет Диван, по мнению глав 4 родов ханства Дорд-Карачи, были приглашены братья и сыновья хана, а также верховный муфтий, кади, кади-аскер, мурзы и улемы. Такой состав говорил о важном решении хана. Членам Дивана его оставалось либо поддержать, либо отвергнуть. В данном случае ни для кого не было секретом, о чем пойдет речь, и большинство уже имело свое мнение и позицию. Присутствовал здесь и секретарь Валиде. Хан объявил о желании османского султана объединить силы против персов. Сам же он после долгих раздумий склоняется к решению вступить в военную кампанию. Большинство поддержали решение хана при условии, если султан готов оплатить предстоящую военную кампанию, которая принесет немало расходов. Ведь переход крымской армии будет долгий. В течение 3 месяцев им предстоит пройти к Дагестану через владения ханства на Кавказе. Более того, в случае победы оговорите размер оплаты крымским аскерам. Мухаммед заверяет собравшихся, что султан готов в самое ближайшее время выслать необходимую сумму денег для армии. После того, как Диван единогласно вынес решение выступить в поход, хан лично назначил военачальников. Ими стали 3 ханских брата – Калга-Адиль-Герай, Орбей-Мубарек-Герай, Сираскир-Буджак-Скарды, Гази-Герай и ханский сын Сираскир Восточного Нагая Саадет-Герай. Сам же хан возглавил многочисленное войско Сефери. Спустя несколько дней была объявлена мобилизация. В конце августа ханская армия подошла к Азову и встала лагерем. Спустя несколько дней военачальников удивило неожиданное решение хана. Не поясняя причин, Мухаммед Герай объявил, что покидает армию, а все полномочия передает своему преемнику Калге Адилю Гераю. Отныне он главнокомандующий крымско-татарской армии, а сам хан с частью войска возвращается в столицу. После этого Мухаммед Герай официально вручает иджазет, позволение, заверенное собственной печатью возглавить поход Адилю Гераю. Велит одеть на Калгу богатый церемониальный халат и дарит меч, инкрустированный драгоценными камнями.
На следующий день хан покидает армию с грустью. Он не хочет, чтобы в Персию ушел его любимый сын Саадет. А через месяц в лагерь прибывает гонец от хана с приказом немедленно возвращаться сыну в Восточный Ногай из-за волнений в Болы-Сарай. Конечно же, никаких волнений не было. По замыслу Ваидлиде соединиться с главнокомандующим османской армии Османом Пашой Оз-Демиром на Кавказе должны были только ханские братья. 3 принца – Адиль, Мубарек и Гази-Герай с 15-тысячным войском. План Валиде сработал блестяще. Именно такого исхода она и добивалась, осторожно направляя в этом своего сына. К исходу лета 1578 года османы уже захватили часть территории Ширвана. Османское командование было настолько уверено в подчинении своему влиянию всего Ширвана, что утвердили здесь новую османскую провинцию со столицей в Шимахе, во главе которой был поставлен Осман-паша Оз-Демир. Согласно ранее составленному плану османского военного командования, завоевание Ширвана должно было осуществиться при одновременном подходе османской армии с восточного направления и войска крымских татар с северного. Но пока крымская армия приближалась к Шимахе, в ноябре 1578 года 20-тысячное войско персов под предводительством Арас-хана приблизилось к Шимахе и уже 17 ноября осадило столицу. В этот же день османы открыли огонь по неприятелю более чем из 50 пушек. Как сообщает османский летописец Ибраим Рахимизаде, ожесточенный бой за Шимаху продолжался между османами и персами в течение 3 дней. Персы предприняли героическое усилие для овладения Шимахой, и им почти удалось сломить сопротивление противника.